На уходящей неделе сборная команды вооруженных сил по танковому биатлону отправилась в Подмосковье на полигон Алабино. Экипажи во главе с командирами, старшими лейтенантами Дмитрием Артемочкиным, лейтенантом Вадимом Яхнелем, прапорщиком Денисом Моисеенко и сержантом Алексеем Макаревским вступят в основной этап международного первенства уже 4 августа. В этом году они будут соперничать с командами из России, Армении, Венесуэлы, Индии и Китая. Всего за золото чемпионата поборются участники из 12 стран. У каждой сборной свои секреты подготовки. Иван Михайлов подробнее. С середины июня Бузвесновский полигон под Барановичами стал в буквальном смысле похож на биатлонную трассу. Только вместо лыжников директрисы утюжат 40-тонные исполины. Экипажи готовятся к танковому биатлону. Танковый биатлон – эффективный элемент боевой подготовки экипажей. Понятие «условия, близкие к боевым» приобретает новый смысл. Здесь нет отдельной отработки вождения, стрельбы и преодоления препятствий. Все только в комплексе. Основная подготовка уже позади. Сейчас экипажи отрабатывают наиболее сложные элементы программы, в частности, фланговую стрельбу, которая в войсках не практикуется пока. Но в новой редакции курса стрельб станет обязательным элементом. Впрочем, на всех этапах танкисты и так показывают рекордное время. Например, загрузка боеприпасов проходит с двойным опережением норматива. 3 снаряда и 3 заряда экипаж укладывает в боекомплект за 22 секунды. В ходе последних недель подготовки мы старались, конечно, подготовить и понизить время на каждом этапе. Правильную ли тактику выбрал тренерский штат сборной, покажет время. К слову, белорусскую методику подготовки взяли на вооружение дебютанты соревнований – экипажи из Кыргызстана. В отборе на танковый биатлон от Кыргызстана борется порядка 20 сводных экипажей со всей республики. За право участия борются Ошская, Баткенская, Койташская мотострелковые бригады и, конечно же, танкисты из легендарной Панфиловской дивизии. Они составили костяк сборной команды. Экипажи сформированы из военнослужащих, проходящих службу по контракту. Единственный солдат-срочник – наводчик-оператор Ширгазы Сакыев. Я очень горд, что смог попасть в состав сборной, тем более, что соревнования будут проходить в Москве, которую в годы войны защищали наши дедушки, панфиловцы, поэтому для нас это двойная ответственность. В прошлом году команда из Кыргызстана в соревнованиях участия не принимала, но баталии 2013-го анализирует досконально. Конечно, мы изучили то, как готовились белорусы и россияне, что-то внедрили в курс обучения экипажей. Основной упор, как и белорусы, делаем на слаженность, потому что навыки управления, стрельбы и вождения уже отработаны до автоматизма. Чтобы максимально усложнить подготовку экипажей, выбран горный полигон на берегу Иссык-Куля. Здесь создана копия подмосковного танкодрома. Брод, минно-взрывные заграждения, колейный мост развернулись на площади в несколько квадратных километров. Тренировки экипажей проходят на базе горного учебного центра «Эдельвейс». Он находится на высоте порядка 2000 метров над уровнем моря. Сложности аналогу Алабинской трассы здесь добавляет песчано-каменистый грунт и практически полное отсутствие ровных участков. На сегодня отбор танкистов от Кыргызстана уже закончен. В Москву поедет 4 лучших экипажа. Как отмечает руководство, все они настроены исключительно на победу и обещают вернуться из Алабина в составе призовой тройки.